Приветствую вас, мои дорогие подписчики и гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 17 февраля. Это будет понедельник. Смотрю на колоде «Цыганский пасьянс». 17 февраля, понедельник, события дня. Овны. Первые у нас овны. Покажите мне, что у них будет, какие события будут происходить в этот день, что у них, что их ждет. Овны. Первая цепь, первое событие. Мешок с деньгами. Корона. Череп. Ну, здесь вроде бы не вижу. Значит, проверяем горизонтали, вертикали. Цыпленка нельзя. Мечи нельзя соединить. Бабочка есть. Так, бабочка, книга, казенный дом и человек в короне. Так, ну здесь нет. Получается, в этот день у вас деловой разговор выпадает, казенный дом. В казенном доме деловой разговор. Казенный дом — это какое-то госучреждение. И также выпадает человек в короне. Это кто-то, кто в этом учреждении работает, да, скажем так. И, скорее всего, у вас будет разговор. Может быть, это связано с деньгами. Банк, например, да. Ну, или какое-то учреждение, где нужно решать какие-то финансовые вопросы. Деньги показывают как поступления, так и минус, расходы, поэтому тут сложно сказать. Ну, какие-то события будут связаны с деньгами. Дальше нерешенный вопрос, вот это плохо, потому что если выпадает казенный дом и нерешенный вопрос, то, возможно, в понедельник вопрос не решится. Если посмотреть, где ножницы, далеко. Скорее всего, что решение именно этого вопроса еще будет не скоро. И болезнь. Ну, болезнь может показывать, не обязательно прям болезнь, это может быть и там головная боль, сердечная боль, давление, там еще что-нибудь. Или если вы запланировали, например, визит в больницу, да, вот казенный дом может быть больница, болезнь, врач, может быть, вы уже записались к врачу, тогда просто череп показывает, что это событие точно произойдет. Ну вот, такая информация для вас. К сожалению, видите, выпал нерешенный вопрос. Хотя, может быть, в казенном доме вопрос решится, например, а это будет какой-то другой вопрос, который не решится. Поэтому тут вот сложно сказать, будут они вместе проигрываться или нет. Но в любом случае нужно быть готовым к тому, что какой-то вопрос решен не будет в понедельник. Ну, вообще понедельник не самый лучший день для решения вопроса, потому что это день Луны, так что на понедельнике лучше ничего не планировать. Смотрим дальше. Тельцы. 17 февраля. Тельцы. Понедельник. События дня. Как пройдет день у тельцов? Какие события будут? Тельцы. Месяц сразу же выпал. Бокал нельзя. Книга. Солнце. Яблоко нельзя.
цепочка, цепь, колокольчик. Так, пробегаюсь, смотрю, что здесь. Есть еще, нашла 2 меча по периметру, по вертикали. Дальше сердце нельзя соединить, нет, нет, и здесь нет. Получается, у вас событие, которое имеет цикл, будет в этот день, в понедельник, цикличное. Ну, там, раз в месяц, допустим, там, или раз в неделю, или раз там, в 3 месяца я что-то делаю. На это обычно указывает Луна по кругу, да. Что-то происходит. Казенный дом. Вот, например, может быть, там раз в месяц вы ходите куда-то, там, в какое-то госучреждение. Казенный дом. Солнце, радость. Это хорошо, потому что показывает, что, скорее всего, пройдет все хорошо здесь, раз выпало хорошее настроение. Дальше, значит, минус какой? Минус — это конфликт, 2 меча. Скандал, конфликт, выяснение отношений, 2 разных мнения. Минус нерешенный вопрос, пустые разговоры. То есть, скорее всего, какое-то дело не решится в понедельник, закончится пустыми разговорами. Опять же, будет это в казенном доме или нет, ну, большой вопрос. Может быть, здесь все решится хорошо, потому что солнце, а какой-то другой вопрос не решится. Поэтому тут сложно сказать. В общем, предупреждение для вас — это ссора и нерешенный вопрос. Такая информация, тельцы, на понедельник. Благодарю за внимание. Перехожу к близнецам. Так, смотрим. Близнецы. 17 февраля. Понедельник. События дня. Поехали, смотрим. Близнецы. Домик. Первое событие. Деньги. Ножницы. Хорошо. Новость пропустила. Так, здесь шарики нельзя. Часы, будильник. Горизонталь, вертикали не вижу совпадений. Получается 5 событий. Первое показывает дом, что у вас будут какие-то домашние дела, бытовые вопросы будете решать в этот день. Дальше решится какой-то вопрос, ножницы, решится дело. Получите новость, весть, информация. Возможно, какие-то события будут связаны с деньгами, например, там, покупки, траты, в общем, получение денег и так далее. И предупреждение, будильник. Вы можете куда-то в этот день не успеть, опоздать. Будильник — это предупреждение. Тут еще вот где были ножницы, можно было дерево сложить, приглашение. Или приглашение, или решение какого-то вопроса. Тут или, скажем так. Ну, в общем, в принципе, все события хорошие, кроме будильника. Это предупреждение, так что правильно рассчитывайте время в понедельник, чтобы везде успеть, никуда не опоздать. Благодарю за внимание и переходим дальше к ракам. Раки. 17 февраля. События дня.
Так, смотрим. Раки, 17 февраля. Сразу же расческа выпадает. Первое событие в понедельник. Будильник нельзя соединить, потому что, видите, уже эту карточку держит расческа. Причем даже подсказка. Неприятность друг. Неприятность, связанная с другом. Может быть. Шарики. Шарики это хорошо. Опять же, корабль тоже нельзя было соединить. Не проговорила. Бабочка. В разговоре получите хорошие новости. Можно так прочитать. Цыпленок и месяц. С парами выпадают. Парами обычно показывают одно событие. Ну, хотя не всегда, но в основном одно. И удача. Ну, в целом, в принципе, у вас события хорошие. Вот, конечно, первая эта расческа подвела. Сейчас я еще посмотрю здесь. Нет, нет, не вижу горизонталь, вертикаль. Получается, из минуса у вас только выпала расческа, вот эта неприятность. И подсказка, неприятность будет связана с другом, друзьями, потому что выпала рядом карта друг. Возможно, как-то это будет связано. В общем, неприятность друг, хорошие новости, деловой разговор, удача, везение. Событие, которое имеет цикличность, цикл происходит там раз в месяц там, или раз в несколько месяцев. Может быть связанное с детьми. Видите, выпадает ребенок, контакт с детками, внуками и какое-то событие, связанное с детьми. Не знаю, что это за события может быть у вас. Хотя могут, конечно, события отдельно проигрываться, хоть они рядом выпали. Допустим, там событие само по себе раз в месяц, а какой-то контакт с ребенком, там игры, куда-то вместе поехали, приехали, там, не знаю, в больницу свозили, уроки поделали. Может быть по-разному, так и здесь. Неприятность может быть отдельным событием, а контакт, там, переписка с другом другим событием. Поэтому я, конечно, стараюсь называть вам отдельно, не парами, потому что у каждого проигрывается по-своему. Ну, в целом, в принципе, события хорошие, кроме неприятности. Может быть, неприятность произойдет не у вас, а у друга. И друг будет просить вашей помощи. Может быть и так. Потому что в пасьянсах есть такая особенность, они могут показывать то, что мы видим. Не то, что происходит с нами. Допустим, там неприятность на наших глазах, там проблема у кого-то. Обман не с нами, а с кем-то, мы свидетели этого. Так что не забывайте тоже учитывать этот момент. Так, ну что, смотрим дальше. Дальше львушки идут. Львы, 17 февраля. Львы, события дня, понедельник. Колокольчик, первое событие. Роза, второе. Угу. Бокал еще тут есть рядышком с розой. Цветок. Тайна.
Змею нельзя соединить. Здесь нет, здесь не вижу. И есть ножницы. Ну, у вас больше по периметру выпало событий, чем внутри расклада. Значит, смотрите, что я вижу. Я вижу здесь у вас открытие тайны секрета в этот день. Пустые разговоры, болтовня, колокольчик. Скорее всего, в пустых разговорах, да, вот за каким-то, за обычной болтовней раскроется какой-то секрет. Дальше исполнение желания, свидание, приятная встреча, застолье, бокал. Поэтому тут это, скорее всего, одна история. Приятная встреча с кем-то где-то, кафе, ресторан, может быть, дома там стол накрыли. Да. Разговоры, болтовня, открытие тайн, да, вот под бокал и исполнение желания. Поэтому это похоже на одну историю. И плюс у вас еще хорошее событие. Это в этот день решится какой-то вопрос. Ножницы выпали. Решение вопроса. Так что вот такие события для вас. У вас все события хорошие. Благодарю за внимание. Львы. Я перехожу дальше к девам. Сейчас будем смотреть, что у дев. Так, львы мы посмотрели, теперь девы. 17 февраля. Девы. События дня. Ой, разбегаются. Убегают, разбегаются от меня. Угу. Девы, ну что-то какая-то, наверное, будет суета. Видите, что делается? Переворачиваются, крутятся. Что хотят, то и делают. Девы, понедельник. Похоже на какую-то суету в этот день. Первое событие — бабочка. Угу. Конфликт. Ну, вы можете быть на взводе, потому что видели, да, какие карты были непослушные. Так, значит, флаг нельзя. Деньги. Тут два варианта получается. Либо цыпленок, либо корона. Но я первую увидела корону, если честно. Поэтому я оставляю ее. Если вы увидели цыпленка, тогда цыпленок проиграется. Цветочек нельзя. Колокольчик. Тут, видите, похоже, вот это одна история. Человек влиятельный. Корона всегда показывает, ну, какого-то статусного человека. С ним будет разговор, и, похоже, этот разговор может закончиться конфликтом. Перерасти в конфликт и так далее. Деньги, друзья. Змея. Здесь не вижу. Смотрим, значит, горизонтали, вертикали. Нет. 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 Значит, успех нельзя. Есть еще колебания, сомнения. Весы. Колебания, сомнения. Здесь нет, и здесь нет. Получается, у вас, говорю по отдельности события, хотя очень может быть, что вот эти 4 проиграются вместе, но я говорю отдельно. Я у вас вижу деловой разговор в понедельник, общение с каким-то очень влиятельным человеком, имеющим статус, положение в обществе, пустые разговоры, скандал, конфликт, сложный выбор, события, связанные с деньгами, общение с другом, подружкой и также общение с человеком, у которого длинный злой язык. Да, вот тот, кто пытается как-то ужалить, задеть, обидеть, не знаю, там, обозвать. Поэтому, ну, может быть, конечно, конфликт будет с этой змеей. Так что будьте к этому готовы. Опять же, не забываем, да, вот каждому знаку стараюсь повторять, что пассиансы отличаются тем, что в них иногда мы события видим. Мы не проживаем, а видим просто их. То есть они разворачиваются на наших глазах.
Так что это даже, например, бывает фильм. Вы просто смотрите фильм про обман, да, там, допустим, какой-то, и выпадает маска. То есть, как бы я говорю, будет обман. Вы думаете, что обман с вами, вы просто смотрели фильм про обман. Поэтому вот так. То есть, вот этот момент нужно не забывать и учитывать. Или, например, там выпадают деньги, да, вот вроде ждешь там какого-то там дохода в этот день или там покупок или еще чего-нибудь, а потом, оказывается, вечером посмотрел фильм, там, как ограбили банк, и потом, ну, у меня так бывает, я вечером, когда пересматриваю, если себе прогноз на день делаю, смотрю, так это я фильм смотрела про деньги, ну, все понятно, так что, так тоже бывает, не забывайте этот момент. Благодарю за внимание, девы, переходим к весам. 17 февраля, весы, понедельник. 17 февраля, понедельник. События дня. Так, поехали, смотрим. Чемодан вижу, первое событие. Шарики. Роза. Бокал. Домик. Подсвечник. Замочек. Так, сердце нельзя соединить. Ну и весы ваши любимые. Колебания, сомнения. Так. Есть еще книга. Дальше, значит, здесь нет, 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 нет и нет. Рассказываю, событий много. Получается, в этот день может быть разлука, расставание с кем-то. Чемодан показывает, или мы куда-то уезжаем, или кто-то, допустим, там уезжает из близких, или наоборот приезжает. То есть мы видим чемодан в этот день перед глазами. Хорошие новости. Посещение госучреждения, приятная встреча, застолье, события дома в семье, домик показывает, либо может еще показывать домашние бытовые вопросы. Вы можете в этот день решать. Но больше похоже на события, потому что рядом выпадает бокал. Ну, что там, дома будете что-то отмечать. Выбор сложный. Делать, не делать, ехать, не ехать. В общем, будете стоять перед выбором. Открытие секретов тайн и надежда на что-то. На решение, например, какого-то вопроса в этот день. Так что, в принципе, все события хорошие. Плохого не выпало. Там ничего, ни обмана, ни неприятности. Вот такая информация для вас, весы, на понедельник. Смотрим дальше скорпионов. Так, скорпионы, поехали. 17 февраля, понедельник. Скорпионы, события дня.
Так, скорпиончики, понедельник. Смотрим, что там приготовил нам понедельник. Угу. Змея сразу. Раз, первая. На тебе. Дорога. Возможно, змея в дороге. Кстати, иногда змея с дорогой, знаете, как проигрывается сложный маршрут какой-то. Может быть. Серпантин, там, допустим, дорога там где-то в горах. Вот иногда так проигрывается. Ну, понимаю, что это не там индивидуально, очень редко, но все равно, тем не менее. Деньги. Нерешенный вопрос, цепь. Бокал. Так, значит, смотрите, замочек нельзя соединить. Смотрим горизонтали, вертикали. Корона еще есть по горизонтали. Проверяем теперь вертикали. Здесь нет карты, не можем проверить. Здесь нет, здесь нет, здесь нет. Здесь нет и здесь нет. Сколько? Раз, два, три, четыре, 6 событий. Первое событие показывает, что столкнетесь со змеей в этот день. Ну, с кем-то, у кого очень длинный язык, острый. Но, в принципе, у вас тоже есть жало, поэтому есть чем ответить. Поэтому готовьтесь. Контакт со змеей и дорога выпадает рядом. Возможно, это будет в машине, в транспорте, где-то в движении, так сказать. Дорога, встреча, общение с каким-то очень важным, влиятельным человеком. Корона, да, показывает статус, положение. Нерешенный вопрос. Вот вы с этим человеком встречаетесь, видите, а вопрос все равно не решается. То есть даже статус и положение этого человека не дают возможности решить какой-то вопрос. И ножницы далеко друг от друга, то есть, скорее всего, решение еще не скоро будет этого вопроса. Дальше деньги. Деньги, ну, это могут быть по мешочку, это могут быть как плюс, так и минус. Деньги могут и приходить, и уходить, например, на какие-то покупки. Сундук всегда показывает плюс. Да, вот сундучок, а вот мешок по-разному. И бокал показывает вечером, может быть, застолье это громко сказано, ну, может быть, там, да, где-то посидите, хорошо проведете время. Вот такой вот день. В принципе, из минуса это змея, и это нерешенный вопрос. Это вот то, что может быть не очень приятным в этот день. Благодарю за внимание и переходим к стрельцам. Так, стрельцы. 17 февраля. События дня, стрельцы. Что-то у меня стрельцы тут с козерогами вверх ногами. 17 февраля. Стрельцы, понедельник. Угу. Первое событие — кровать. Если выпадает первым, очень часто это нежелание утром вставать, лень. Дорога. Свиток. Мечи, мечи, мечи. Угу. И нерешенный вопрос. Прям день нерешенного вопроса. Практически у каждого знака выпала цепь. Ну и понятно, понедельник.
Не самый лучший день для решения вопросов. Значит, расческу нельзя соединить. И здесь я не вижу совпадений. Получается 5 событий. Первое — кровать. Ну, кровать вообще это интимная связь. Ну, как бы автор закладывал такое значение. Но проигрывается по-разному. И, допустим, может быть и плохое самочувствие, нежелание куда-то идти, что-то делать. И вот первым событием проигрывается с утра лень вставать вообще. Вот прям заставляешь себя куда-то идти, что-то делать. Потом тут как проиграется, сложно сказать. Дорога, деловая встреча, конфликт и нерешенный вопрос. Очень может быть, видите, на деловой встрече какой-то рабочей может быть конфликт, скандал, то есть предупреждение для вас. Если вы не хотите скандала, постарайтесь как-то себя контролировать. Может быть, из-за этого и вопрос не решится, нерешенный вопрос, из-за того, что поругались, где-то себя не сдержали. Может быть, если не будет этой ссоры, и тогда не проиграется нерешенный вопрос. То есть тут сложно сказать, но на всякий случай мы же делаем вот расклады, чтобы вас предупредить. Готовьтесь к тому, что может вопрос не решиться, и к тому, что может быть ссора с кем-то в этот день. Такая информация для вас. Благодарю за внимание, стрельцы. Я перехожу к козерожкам. Так, козероги. Козероги. 17 февраля, понедельник, события дня. Дерево. Первое событие. Колокольчик. Сундук уже нельзя теперь соединить. Машина. Расческа. Солнце. Свиток. Корабль. Здесь вроде не вижу. Так, значит, смотрим горизонтали. Корона есть по горизонтали. В вертикали я не вижу совпадений. Получается, у вас, козерожки, в этот день приглашение, может быть, куда-то, пустые разговоры с кем-то, поездка, общение с влиятельным человеком, неприятность. Очень может быть, что неприятность будет именно связана с дорогой. Видите, они вместе выпали. Ну, допустим, там попали в пробку, поломался транспорт. В общем, ну, какие-то вот такие истории. Неприятность, связанная с дорогой. Дальше радость. Интересно, да, вот выпадает хорошее настроение, радость, позитив, деловая встреча, потом и рядышком тоже, в принципе, не выпали, возможно, встреча пройдет очень хорошо для вас. И долгое ожидание, вот опять же, да, неприятность какая, скорее всего, вы очень долго будете ждать, может быть, вот, как я и сказала, пробка, долгое ожидание, в пробке стоите, или долго ждете транспорта и не успеваете. Поэтому тут вот как вариант, готовьтесь к тому, что долго будете ждать в этот день. Какая-то проблема со временем будет. Так что, может быть, заранее как-то это все продумать, рассчитать. Если у вас важная встреча с влиятельным человеком, чтобы она хорошо прошла, потому что эта встреча выпала.
чтобы там вас не ждали или вы не ждали. Как надо правильно распределить время. Такая информация для вас на понедельник. Благодарю за внимание и переходим к Водолеям. Так, Водолеи. 17 февраля. Февраля, Водолеи, события дня. Первое событие я у вас увидела, это молния, новость. Так, подождите, что-то я как-то, наверное, высоковато выкладываю, ничего не видно будет. Не хотят ничего показывать вам. Бокал. Угу. Расческа. Горизонтали, вертикали не нашла. 3 события всего вижу. Я, конечно, могла где-то что-то пропустить. Но если вдруг вы находите, вы знаете, да, события подписаны. Можете посмотреть название. Ну или в комментариях мне пишите картинку, я буду писать значения. Я вижу 3 события. Первое – это получение очень важной новости, информации в этот день. Причем это, скорее всего, будет где-то вот в электронном виде. СМС-ка, в телеграм-канале какая-то новость, может быть, там на почте. Дальше застолье, может быть, какое-то такое мероприятие. И неприятность. Предупреждение, что неприятность тоже может быть. И больше ничего не показали. На застолье будет эта неприятность. Или где-то в другом месте, сложно сказать. Будет она связана с новостью, не будет тоже. Может быть связана как-то с новостью. Так что вот 3 события. Что мне показали: новость, застолье, неприятность. А как уже проиграются, как говорится, поживем, увидим. Если вот в Ленорман можно, например, дополнительно открыть, посмотреть, да, то по сеансах это, конечно, уже затруднительно. Остается только догадываться, что это может быть. Благодарю за внимание. Переходим к рыбам. Смотрим рыбы. 17 февраля. Февраля, рыбы, события дня. Угу. Разбегаются, разлетаются рыбки. Карта. Смотрим. Угу. Первое событие — книга. Второе событие — корабль.
Неприятность. Кстати, у очень многих знаков выпала неприятность в этот день. Может быть, это какая-то одна общая неприятность. И печаль. Видите, у вас еще есть колодец. Угу. Деньги. Сундук. Горизонталь, вертикали нет. Бабочку нельзя было соединить, не проговорила, потому что уже тут сундук держит эту карту. Значит, смотрите, 5 событий у вас в понедельник. Первая книга. Книга – это казенный дом, посещение какого-то госучреждения. Дальше ожидание. Возможно, в этом госучреждении вам придется вот подождать долго и нудно. Неприятность и разочарование, печаль. Опять же, возможно, в казенном доме не получится сделать то, что вы запланировали в этот день. И плюсиком единственное, да, вот хорошее событие, у вас выпала прибыль, финансовые поступления. То есть в этот день будет какой-то плюсик по финансам. А так, видите, неприятность, разочарование, ожидание. Поэтому на понедельник лучше никакие дела не планировать. И вообще это вот практически у каждого знака так выпало. Но в принципе понедельник – это день Луны, лучше никогда в понедельник ничего не делать такого там связанного с документами, какие-то там важные встречи, дела не назначать. Потому что день Луны, да, вот. Самые лучшие дни это у нас вторник, среда, четверг, потому что это там дни Меркурия, Марса и Юпитера. Поэтому вот такая информация для вас, рыбки, на понедельник. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.